Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірны дзень са студыі Еўрарадыё, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і, відаць, падводзім вынікі 2021 года, адыходзячага года. Ўсё ж таки некалькі дзён засталося да Новага года. І сёння у нас у гасцях, дзякуй вам вялікі, што зайшлі, Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Добрый день, Зміцер. Добрый день усім, хто слухае нас зараз. Спадар Павел, ці можна вот одной фразой там сказать адразу, як вы ацэньваеце гэты год з пункту гледжання вот дзейнасці НАУ? Атрымалася паспяховая, непаспяховая, так, ну штосьці, ну вот одной фразой. Ну, перад тым, як адказаць на пытанне аб дзейнасці Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, я хацеў бы, можа, спачаць с новогодних подарунков. Ну, принято приходить всегда с подарками. Ну, может быть, это не совсем только от нас подарок, а прежде всего от тех активистов, которые работают дома. Буквально сейчас, только вот сегодня, объявлено о создании коалиции протестных дворов. Мы видели с вами, насколько активно дворы выступали год тому назад, насколько активно организовывали различные протестные акции возле своих домов, на улицах городов нашей страны. Мы до сегодняшнего дня видим эту протестную активность. И очень важно, что сегодня объявлено как раз о создании коалиции протестных дворов. Это фактически десятки дворов, в том числе ассоциации, которые объединяются под теми требованиями, которые были озвучены белорусским обществом еще в 2020 году. Это означает, что будет более, так скажем, активное взаимодействие, их более глубокое сотрудничество, которое даст соответствующий результат. Так что подарок этот, я думаю, что коалиция протестных дворов преподносит гражданину Лукашенко, так же, как и Народное антикризисное управление совместно с польской адвокатской компанией также направило подарок Лукашенко к новогодней елочке. Это подача заявления в прокуратуру Польши о возбуждении уголовного дела по фактам геноцида и преступлений против человечности. Если же говорить в целом о итогах года, я думаю, самое главное, что нам удалось добиться, это в том числе и активная позиция Народного антикризисного управления. Хотя, конечно, я не хотел бы здесь хвалиться, это было бы настолько бы неправильно и неправильно бы понято, и я бы получил огромную критику. И это действительно так. Мы не добились главного. Мы не добились того, чтобы Лукашенко ушел. Но вместе с тем мы добились восприятия как внутри общества, так и за пределами Беларуси, что Лукашенко уже никогда не сможет повторить сценариев, которые он повторял каждые 5 лет после выборов, когда он задерживал, арестовывал, торговался, освобождал и дальше существовал. Внутри общества сформировалась очень четкая позиция неприятия этого человека, гражданина. Он настолько критично воспринимается белорусами, большинством белорусов, конечно, фактически с гневом к нему относятся за тот кошмар мракобесия, который он творит на территории белорусской земли. Я думаю, что каждый, кто слушает сейчас нас, и многие, кто не слушает, большинство белорусов, мечтают каждое утро проснуться и оказаться в ситуации, когда его нет на белорусской земле, когда он не существует, когда мы действительно вдохнем грудью и будем жить нормально в нормальной стране. С другой стороны, результат – это токсичность Лукашенко за пределами Беларуси. Все, уже я не могу себе представить, что Лукашенко будет рукопожатным, что с ним будет кто-то вести диалог на равноправных. Он фактически, благодаря той стратегии, которую озвучила НАУ еще в начале года, он непризнанный президент. Фактически Лукашенко президента нет. Давайте запомним это тезис. Лукашенко как президент больше не существует. Восприятие международных партнеров. Второе, то, что нам удалось добиться, действительно сформировать уже систему, алгоритм действий его уголовного преследования, а также преследования всех тех, кто является его сообщниками. Третий инструмент давления – это санкции, которые несравнимы, наверное, с предыдущими периодами взаимоотношений Европы, демократических стран с Беларусью, когда Лукашенко нарушал права человека, свободы гражданина. То есть такого мощного инструмента, пакета санкций, как сейчас, никогда не принималось. Но вместе с тем итог года – это и вызов. Вызов для нашей независимости и суверенитета, который тоже создает узурпатор, находящийся у власти. Можно я вот одразу по тезах, вы как бы проговорили, и вы справакавалі мяне, каб я, может быть, раней задаў это пытанне, чым планаваў. Ваш падарунак, які вы зараз агучылі, аб'яднанне двароў і вот пра што вы казалі. Ці можна вот
конец года. Я не один раз чуў і ў каментах і ў абмеркаваннях пра пытанні ад шараговых беларусаў. Калі ўжо наши штабы, апозіцыя там ці апаненты рэжыма, ці дэмакратычныя сілы, называйце як хочаце, аб'яднаюцца. Я чуў адказ і, так бы мовіць, афіцыйны падчас розных таких адказаў на пытанні і неафіцыйны падчас прыватнай размовы ад Светланы Тихановскай. Хацелася б все-таки вашу пазіцыю по гэтым пытанні. Вось аб'яднанне. Ёсць яно ці нема? Ці яно можа і не патрэбнае? Я і такое меркаванне чуў. Зміцер, ну, по-першее, отказываючи на ваше пытание наконт подарунка, я еще раз хотел сказать, что это, конечно, прежде всего заслуга дворов наших активистов. Я не хотел бы здесь приписывать себе какие-то или к нашей команде лавры. Поэтому спасибо тем, кто работает дома и кто работает каждый день, визуализирует этот протест. Низкий им поклон, и действительно их заслуга в том, что они продолжают сражаться, бороться за свободу и за независимость Беларуси. Что касательно объединения политических сил. Да, действительно, я думаю, что сейчас также мы должны поставить в повестку дня очень важный вопрос. Действительно, вопрос более существенного взаимодействия партнеров, представляющих собой политические силы, он становится наиболее актуальным на сегодняшний день. Может развиваться эта ситуация по нескольким направлениям. Первое. Через создание широкой коалиции демократических сил, во главе которой становится Светлана Тихановская, которая, как лидер, объединяет вокруг себя коалицию, широкую коалицию демократических сил. Это один сценарий, но здесь, я думаю, что все зависит от Светланы, от ее штаба, от ее советников, которые дают ей соответствующие советы. Если они готовы рассматривать в качестве партнеров представителей других демократических институтов, демократических сил Беларуси, позиция, я думаю, наиболее эффективная, когда именно так это произойдет. Партнеры объединяются в коалицию, есть лидер, которая победила на последних выборах в 2020 году в Беларуси. Это один сценарий. Второй вариант, который предложил Валерий Цепкало, это создание Белорусского национального совета. Ну, что-то вроде протоправительства, да, структуры. Хотя пока, может быть, она не систематизирована, это предложение, и нет у меня, например, тоже полного понимания, как оно должно выглядеть. Но сама по себе инициатива, она важна. Это опять вопрос объединения. Объединение демократических институтов в рамках форума или все-таки институализации этой платформы. Для меня кажется, что очень важным создавать как форум коммуникации, так и прежде всего институты, которые претендуют на власть. Я говорил об этом несколько месяцев назад. Если мы не боремся за власть, тогда за что мы боремся? Добиться изменения ситуации в Беларуси с правами человека, свободами, сохранить независимость Беларуси, когда мы не ставим вопрос власти, невозможно. Мы что, пытаемся добиться, чтобы Лукашенко обеспечил нам права человека в Беларуси? Абсурд. Что он будет бороться за независимость? Да, абсолютная глупость. Поэтому речь идет о чем? О том, что необходимо бороться за власть. Создание ситуации двоевластия в первом сценарии или во втором сценарии, о котором я говорю, это тоже очень серьезный триггер для режима. Следующее, конечно, можно... Я выбачаюся, то есть вы маете на увазе, что уже зараз стварыць такі, ну, я не ведаю, ценевы ўрад ці нейкія такія структуры, якія дзе ўжо размеркаваць. Вось гэтае адказвае там будучы министр финансов, грубо кажучи. Нет, я не хочу, я хотел бы избегать этой терминологии, поэтому прошу, может быть, действительно не пытаться меня склонить к этому. Я не потому, что опасаюсь этого, я вижу и реакцию белорусского общества. Речь же не идет о борьбе за портфели или за должности, речь идет об дополнительной ответственности, в том числе функциональной ответственности. Мы должны также понимать, что те, кто хотел бы прийти, скажем, к управлению государством в транзитный период, это фактически самоубийцы. Потому что вывести страну из тяжелейшего экономического, общественно-политического, социального кризиса будет достаточно сложно. Нужно будет предпринимать действия, которые не всегда, может быть, будут тоже популярны. И, в принципе, это риски. Риски для любого политика. История, кстати, показывает, что такие структуры и такие люди, как правило, исчезали потом на какой-то период достаточно долгосрочный с политической сцены. Третий сценарий – это Координационный совет. Орган, который
признан Европейским Союзом, признан Соединенными Штатами Америки. Это орган, который может быть тоже основой для объединения различных демократических институтов и сил. Четвертый сценарий, о котором я говорил, кажется, в августе или в сентябре в Вильнюсе на конференции с диаспорой, это попытка создания института через Конгресс. Учредительное собрание, всебелорусское учредительное собрание, когда белорусы формируют институт власти, протоправительственный институт власти, если вы так хотите, но не правительство, да, то есть то, опять же, нам это важно принять это решение, почему сейчас? Потому что мы должны быть готовы к сценарию завтрашнего дня. Мы уже видим угрозу нашему суверенитету и независимости. Как мы будем отстаивать суверенитет и независимость Беларуси? Кто заявит права на то, что заявит, скажем, свою позицию, что именно эта структура отвечает за будущее, за сохранение независимости нашей страны. Это важно и на транзитный период, когда Лукашенко уйдет, потому что у меня сомнений нет в том, что он уйдет. Вариантов несколько. Или это сделает белорусский народ, или это сделает Россия. Дарэчы, вам не падаецца, што я разумею, калі хочуць нейкага аб'яднання дэмакратычных сіл напярэдадні нейкай электаральнай кампаніі, калі гавораць пра адзінага кандыдата, пра нейкія адзіныя структуры, а зараз вот мне падаецца, ці ёсць сэнс у нейкім вот аб'яднанні у одну структуру, и вот мы одной структурой таким лукашизмом Нет, не о структуре идет речь. Речь идет я кажу про просьбы людей, вот як яны бачаць сабе гэтае вот. Я думаю, что это просто нереально, давайте откровенно говоря, невозможно, и здесь не идет, может быть, я из тех людей, которые наиболее склонен к тому, чтобы и объединяться в такую единую структуру, но когда анализируем мы всю карту политическую сегодня, тех игроков, политических сил, которые существуют, я вряд ли себе могу представить такой сценарий. То есть мы можем идеалистически об этом мечтать, это, наверное, было бы хорошо, но, наверное, вряд ли это реально. Опять же, под подобное объединение должно создаваться и определенное движение, движение людей. Или движение людей выдвигает вверх структуру, или структура получает поддержку уже существующего движения людей или пытается создать, скоординировать это движение. Тут может быть оба сценария. Но то, что вопрос назрел, я абсолютно с вами соглашусь. Очень много зависит от позиции лидерской структуры. Если она действительно видит в этом смысл усиления, потому что это вопрос не ослабления, а как раз-таки усиления, в том числе лидерской структуры, и усиления всех нас, усиления в наших действиях. Потому что подобным образом мы могли бы действительно работать по стратегии. Вот когда мы говорим стратегия народного антикризисного управления, я думаю, уже все, наверное, ее изучили. 3 пункта. Непризнание, признание его уголовным преступником и его сообщников. 3. Мощный инструмент санкций. Это правовое, международное, информационное давление, экономическое давление. То есть это наша стратегия, по которой мы методично, системно работаем, начиная фактически с момента создания весь 2021 год. Добились мы результатов? Добились. Но добились ли мы главного результата? Нет. Значит, мы не добились результата. Поэтому я буду здесь самый критичен. Дарэчы, про санкцыі. Одно пытанне будзе ад наших гледачоў, одно пытанне ад мяне, ад гледачоў найперш з павагай. Гледачка под нікам Светлана пытаецца: беларусы, якія знаходзяцца ў краіне, сталі закладнікамі рэалпалітик. Санкцыі не змянілі ні адзін рэжым у свеце, яны ударылі па простых людзях. Якая ваша асабістая адказнасць за лёсы гэтых людзей? Особистая политическая отказность, конечно же, моральная отказность, это безумовно, потому что каждый политик, когда он предлагает какие-то инструменты действия, он должен понимать, что рассчитываться с ним будет общество, и общество будет давать соответствующую оценку. Что касательно вообще инструментов, которые могут изменить ситуацию в нашей стране, необходимо очень четко понять первопричину всего, что произошло. Первопричина этой ужасной ситуации – это режим, система, созданная Лукашенко. Система, которая пошла на то, чтобы убивать людей, стрелять в них на улицах городов, избивать, насиловать, принимать неправовые решения, связанные с уголовными приговорами на десятки лет лишения свободы только за оппозицию, когда система увольняет людей просто за то, что они подписались за будущего или так и не состоявшихся кандидатов в президенты. То есть вопрос, какие у нас есть инструменты противодействия этому. У нас есть один вариант, наверное, если читательница считает так: согласиться и жить дальше с этим. Я
Не согласен. Значит, я предлагаю те инструменты, и команда Народного антикризисного управления предлагает те инструменты, которые мы считаем эффективными. Если кто-то готов использовать другие инструменты, пожалуйста. Если же мы говорим о ситуации, вот так скажем, я смотрел эфир так называемого диалога с Лукашенко. Ну, во-первых, на мой взгляд, диалог сегодня – это сдача позиции. Вы маете на увазе эфир с Иваном Кравцовым? Да, это сдача позиции. Я считаю, что все, что наработано за этот год, пусть и не привело нас к результату, но очень серьезно давит на систему. Очень серьезно давит на систему. И уходить сейчас в диалог – это сдавать позиции. Это первое. Фактически это сдаваться в плен. То есть сказать, мы выиграли? Нет. Мы проиграли? Нет. Но мы должны просто пойти сейчас в плен. Сдаться в плен и подчиниться диктатору. Я не готов идти в плен. Нам необходимо в этой ситуации поднажать. Необходимо усилить давление. Как внутреннее, так и внешнее давление. Это фактически тот диалог, который предполагается. Это же диалог будет не о компромиссах. Это будет диалог подчинения позиции Лукашенко. Все, что он скажет, то и будет сделано. Так какой же это диалог? То есть это фактически согласие с тем, что он сделает. Мы можем себе представить, что завтра он освободит Бабарика, Колесникову, Статкевича и выпустит на улицу, они будут гулять по улице Минска. Нет, невозможно. Мы можем представить, что он восстановит все неправительственные организации, сотни которых ликвидировал. Нет, невозможно. Он вернет все независимые СМИ в Беларусь. Да невозможно. Что мы еще считаем, что он может сделать? Да из того, что он натворил, он вернуть это обратно уже никогда не сможет. Так о чем мы тогда ведем диалог? Опять же, у каждого из тех, кто находится, к сожалению, в тюрьме, конечно же, есть право просить о помиловании. И, может быть, если эти люди сделают это их право, и мы не вправе их оценивать. Это абсолютно, я считаю, что они имеют на это право, и за каждого мы должны бороться, за каждого, кто выйдет на свободу. Но, опять же, это их выбор, а не Кравцова. Правда же? То есть давайте услышим, может быть, насколько это возможно. Все-таки же какими-то каналами нам поступает информация, согласитесь, мы же видим обращения и так далее. Поэтому, на мой взгляд, это общий сценарий. Сценарий, вот о чем и говорит и Маккей, в том числе в последнее время. Вот уже на Западе готовы с нами говорить. Вот уже на Западе готовы с нами коммуницировать. Опять же идет идея этого дополнительного круглого стола. Опять же, то есть пытаются создать такую иллюзию примирения. С кем примирение? С убийцей. Ну, я не знаю, я, конечно, не священник, это, может, священникам нужно спрашивать, можно ли простить такие грехи. Наверное, простить всегда можно, но можем ли мы простить Лукашенко за те преступления, которые он сделал? Я нет. Ну, у нас на мінулым тыдні быў у гасцях ксёндз Вячеслав Барок. На гэтую тэму ён казаў тык, спачатку будзе пакаранне, а потым мы прабачым. Разумно. Спадар Павел, міжнародная вось все ж таки ціск, санкцыі, 5-й пакет уведзены, 6-й пакет плануецца. Тым не менш мы назіраем за тым, як беларускія гэтыя падсанкцыйныя структуры шукаюць выйсці, абысці санкцыі. Мы бачым сітуацыю з Літвой, сітуацыю там з іншымі краінамі. Вось ізноўку такі пасля скандала ў Літве прэм'ер Літвы заяўляе: мы шукаем выйсце, каб з аднаго боку і нашыя партнёры па санкцыйным, так бы мовіць, ціску не пакрыўдзіліся, што мы супрацоўнічаем з рэжыму, але каб і пазбегнуць фінансавых санкцый. То есть шукаюць выйсце з усіх бакоў. Так вот, атрымліваецца, што настаў такі перыяд, калі ўсе зразумелі, што что-то вот как-то надо крутануть. Поэтому мы говорим о комплексной стратегии действий. Мы не говорим о том, что только санкции могут решить все проблемы, связанные с прекращением существования этого уродливого режима в Беларуси. Мы говорим о том, что необходимы системные стратегические шаги. И этого мы добиваемся от наших европейских и американских партнеров. На всех встречах, которые прошло просто огромное количество за последний месяц-два, с послами в Брюсселе, в различных европейских столицах, мы доводили эту стратегию. Не признание уголовным преступникам и
его сообщников и в том числе санкций. Если мы говорим о санкциях, как бы мы критично не оценивали, как бы мы с каких сторон сейчас не смотрели на ту информацию, которая поступает, это беспрецедентные с точки зрения практики Европейского Союза санкционные инструменты, которые сегодня используются в отношении режима Лукашенко. Опять же, мы еще не почувствовали их реальное действие. Это действие, скорее, мы увидим, осязаем только в следующем году. Поэтому наибольший упор будет сделан в следующем году. Наша задача, как команды Народного антикризисного управления, работать по вторичным санкциям, использовать систему АФАК, контроля над национальными санкциями США, каким образом они соблюдаются третьими государствами. И это тоже очень серьезный инструмент воздействия. Вот давайте вспомним ту историю с МВФ, когда команда Народного антикризисного управления пошла не в популярный проект. Мы изначально понимали, насколько будет сложно поменять решение Международного валютного фонда и отказаться ему от выделения $1 миллиарда США SDR allocations, ну, назовем их так, ценных бумаг. Но мы, как вы помните, системно долбали эту систему. И как бы то ни было, пусть мы не достигли 100% результата, но первое, США ввели санкции на государственный долг Беларуси. И это произошло как раз буквально недавно, в последнем пакете санкций. Теперь кредитные ресурсы режим не может получить из 4 из 5, условно говоря, всех стран мира. Невозможно поменять эти SDR allocations, ценные бумаги, на евро. То есть Европейский Союз, Боррель ответил нам четко позицией. Это невозможно будет сделать. То есть мы ограничили возможность выпуска дополнительных евробондов белорусских на рынках третьих стран. Была попытка это сделать на московской бирже. Это уже невозможно. На европейских это просто можно забыть. Так что ничего зазря не бывает. Может быть, мы не достигли 100% результата, но мы достигли 70-80% этого результата. Если системно работать, результата добьешься. Опять же, нужно понимать, мы работаем с уродливой, зверской системой, очень жесткой, административной, которую создал Лукашенко. Мы можем ее побороть только системными действиями в ответ. Конечно, нам важны союзники. Что планирует сейчас Лукашенко сделать в ответные? Вот мы слышали там асимметричные санкции. Насколько мы располагаем информацию, уже составлено несколько списков компаний. Первый список – это страны Европейского Союза, США, Великобритании и Канады. Компании этих стран, которые инвестировали в Беларусь, и доля их капиталов в каждой конкретной компании превышает 30%. Это первый список. Второй список – это те страны, которые не входят в тот перечень, который я сказал. И третий список – это, прежде всего, компании Литвы и Польши. То есть они уже подготовили списки. Первый пример, который мы видим, шантажа и давления, который осуществляется, это именно на компанию А1. То есть Лукашенко пытается стрелять себе в ногу. Ну, пускай стреляет. Пускай он это делает. Ведь фактически он становится еще более токсичным, еще более невосприимчивым. Да, это будет сложно. Да, нам будет тяжело пройти этот период. Но для того, чтобы достичь свободы, свобода с неба не падает. Она не падает легко. За нее нужно бороться. За нее нужно сражаться. За нее сражаются те люди, которые сидят в тюрьмах. И поэтому я, как Павел Латушко, и команда Народного антикризисного управления забыть об этом не имеет права ни секунды, ни минуту. И мы сражаемся за свободу, чтобы все были свободны. И те, которые в тюрьмах, прежде всего, ну и те, которые белорусы сегодня находятся в концентрационном лагере «Северная Белоруссия», которую создал Лукашенко. Ось, до речі, коментар от нашего глядача Максим. Я вот зачапіўся за ваше слово. Просто дзякуй за вашу працу. Унутры мы тут живем, як у концлагеры. Цікавы такі каментар от гледача под нікам Александр Бакіноўскі. Латушка наш новы прэзідэнт, гэта зразумела, но толькі пасля новых выбараў. Цікава, што ён скажа сёння. Я цытую арыгінал. Просрали целый год. Инициатива полностью была в руках узурпатора. Ну, тут можете отказать, можете не отказать. Ну, я пытался, да, пробовал ответить на этот вопрос как раз прежде чем вы мне его поставили, да, то есть мы говорим о том, что мы сегодня можем констатировать, мы устали, ну и он же устал. Победит только тот, у кого будет больше воли, сил дойти до финала, до победного финала. И я убежден, что у народа гораздо больше воли и сил, чем у этого уродливого узурпатора и всей его системы, которую он создал вокруг себя.
важная тэма, якую вы закраналі часткова, але пытанне ад гледача пад нікам «Надо». Ці чуў Пал Палыч, што казаў Венедиктаў пра інтэграцыю? Што рабіць, калі в Украине такие репрессии? К сожалению, и не только чуў, а та информация, которая была озвучена последнюю неделю, мы получили доступ к этой информации уже, наверное, месяцев несколько тому назад, и о планах изменения посла, и о том, что планируется, и поэтому мы в контактах с европейскими структурами, в том числе с Соединенными Штатами Америки, постоянно повторяем тезис, что сегодня вопрос обеспечения прав человека и свободы в Беларуси, он уже вырос в большую проблему. На наших глазах просто это произошло. Вначале это были, как говорится, посылы, понимание, анализы и так далее. Сегодня мы видим реальную угрозу суверенитету и независимости Беларуси. Но это два взаимосвязанных вопроса. Если мы не восстановим права и свобода человека, если белорусский народ не станет вновь субъектом, который определяет судьбу своей страны, значит и невозможно говорить о гарантиях суверенитета и независимости. Это два взаимоувязанных вопроса. Если мы говорим о политике Российской Федерации в отношении Беларуси, это стратегическая ошибка внешней политики России. То, что происходит на наших глазах. Я абсолютно убежден в том, что все страны, соседи Российской Федерации сегодня на уровне Советов Безопасности, на уровне президентов этих стран, премьер-министров, уже разработали концептуальные подходы и работают над тем, каким образом их реализовать для того, чтобы обезопасить себя от Российской Федерации. Пример Украины, пример Беларуси – это пример очень негативный для всех государств, соседей Российской Федерации. Это пример, к сожалению, показывает, что имперскую историю хотят повторить, что неприемлемо ни для одного из лидеров государств, соседей Российской Федерации. И это неприемлемо, прежде всего, для людей, потому что люди уже привыкли в этих государствах, они хотят жить в независимых странах, но им пытаются опять вновь продать эту имперскую историю. Для этого мы об этом говорили европейцам и демократам, нам важны союзники, нам сегодня нужно сформировать очень мощное союзническое крыло из стран, ведущих Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, которые будут выступать с такой же позицией, как они сегодня выступают в отношении Украины. То есть под тематикой Украины ни в коем случае нельзя забывать о Беларуси. И об этом нами также подготовлена соответствующая записка во все европейские столицы, в том числе Соединенные Штаты Америки. Потому что если Беларусь теряет свою независимость, если Беларусь становится плацдармом для вооруженных сил Российской Федерации или так называемых союзных вооруженных сил, это абсолютно четкая угроза и реализация сценария утраты независимости Украины. Самым худшим днем в моей жизни в этом году был день, когда я прочитал статью Путина. В этой статье было очень много сказано об Украине. Практически ничего про Беларусь. В их сценариях вообще Беларуси не существует. И это печально. Поэтому мы должны понимать эту угрозу, которая реально сегодня нависла над нашей страной. Не понимая эту угрозу, не говоря об этом открыто, ни один политик сегодня в нашей стране не имеет права называться политиком. Потому что тогда это все любительство. Я говорю о том, что эта угроза существует, и мы должны к ней быть готовы, и уже мы начали, так скажем, соответствующую работу. Сложно, тяжело, но фактически, я думаю, Кремль отводит до реализации этого сценария 1,5 года. И назначение Грызлова – это, прежде всего, человека очень близкого к Путину, который может напрямую позвонить. Не каждый посол может позвонить президенту. Это тот случай, когда он сможет позвонить. Это человек-друг Патрушева, секретаря Совета Безопасности. Фактически это человек уши и глаза Путина, который будет ретранслировать всю информацию в Москву. Этому человеку поставлена задача создания союзного парламента в течение года, как реальной структуры власти. А ведь давайте вот посмотрим, Дмитрий, мы же понимаем, что как формируются институты власти. Парламент формирует правительство. Да, есть союзный Совмин как таковой, но реального Совмина же нет. Поэтому, если появится реальный парламент, следующим этапом это будет реальное правительство. То есть это очень серьезные угрозы для нашей независимости, суверенитета. Это вызов для нас, исторический вызов.
Пытанне, я разумею, что гэта не пра вынікі можа быць года, тому что рэферэндум будзе яшчэ толькі у наступным годзе, калі, як там было сказано, калі раптам штосьці там не перашкодзіць, тым не менш НАО актыўна рыхтуецца да гэтай кампаніі ужо зараз і пэўную працу зрабілі. Гэта я да таго, што пытаюцца у нас гледачы про тое, что НАО таксама будзе дамагацца загадзя непрызнання вынікаў рэферэндума. Вот по рэферэндуму, по що ж таки спрэчкі ідуць, удзел, не удзел і ўсё астатняе. Дмітрий, ведаю вашу пазіцыю, ведаю, як вы дыскутуеце на гэты конт, і з Максимом Паршутой глядзеў ваш эфир, конечно. Ну, вы знаете наш подход. То есть мы говорим за действие, а не за бездействие, потому что можно было бы отказаться от экономического давления, внешнеполитического давления, правового давления, и вообще, в принципе, ничего не делать, сидеть и ждать, пока ситуация сама разрешится. То же самое с референдумом. Можно просто смотреть, как он будет проходить, и ничего не делать. Заведомо зная, ну, все равно он сфальсифицирует, все равно с этого ничего не будет. Мы всегда за действие, потому что вообще наш подход Народного антикризисного управления – время действовать. Действовать каждый день, каждую минуту. Поэтому мы считаем, что эта ситуация дополнительный фактор, дестабилизирующий власть. Власть очень серьезно, ну, нелегитимная, понятно, рискует, идя по этому сценарию. И у нас есть возможность использовать эту ситуацию в интересах белорусского общества. Если хотите, я позавчера в эфире Курейчику сказал, можно даже этот тезис развить. Наше противодействие референдуму, когда мы перечеркнем это преступление, в том числе будет очень четким сигналом и восточному соседу, что белорусы за то, чтобы быть независимой страной, что белорусов, выступающих за суверенитет, здесь гораздо больше. Как это визуализировать, как это подать, ну, я думаю, что это может быть в том числе для нас дополнительная задача. Но, еще раз говорю, у нас на сегодняшний день очень мало возможностей в Беларуси дома что-либо организовать. Согласитесь, да? Вот коалиция протестных дворов – это возможность. Риски. Люди выходят, очень сильно рискуют. Пойти на этот референдум – чуть меньше рисков, но попытаться из этого получить добавленную стоимость для белорусского демократического общества, для гражданского общества, я считаю, это возможность очень хорошая. Увесь гэты год прайшоў под знаком рэпрэсій, под знаком небяспекі, я б так сказал. Прычым, што цікава і адметна, не толькі небяспекі для людзей, ну, найперш, найбольш для людзей, якія ў Беларусі, але і можа быць нават і для тых, хто за межамі. Вось пытанне гаспадара Паўла ад нашага гледача. Усё часцей так званыя ўлады ўкідваюць інфармацыю, што мы вас і на захадзе дастанем. Якія намаганні робіць штаб апазіцыі, каб не было замахаў на жыццё і крадзяжу інфармацыі? Ну, па-першае, мы атрымліваем гэтую інфармацыю і стараемся атрымліваць, дзякуючы нашым крыніцам і супрацоўнікам, тым, якія сёння знаходзяцца ў Беларусі, але камунікуюць з дэмакратычнымі сіламі загадзя. Гэта галоўнае, калі ты маеш інфармацыю, значыць, ты можаш зрабіць адпаведныя мерапрыемствы, дзеянні дзеля таго, каб, ну, яшчэ на пачатку перапыніць гэтую негатыўную дзейнасць. Гэта першае. Другое, конечно, мы ажыццяўляем дзеянні, каб захаваць нашу інфармацыйную бяспеку. Мы разумеем, што адбываецца псіхалагічны ціск адкрыты і закрыты. Адкрыты ціск мы бачым і крымінальныя справы, якія ўзбуджаюцца, і ўкідванне негатыўнай інфармацыі пра актывістаў, пра лідараў, выходзяць камунікацыю, пагражаюць роднымі, блізкімі, прапаноўваюць камунікавацца са спецслужбамі дзеля таго, каб не пацярпелі родныя. Яны выкарыстоўваюць усе незаконныя інструменты у гэтым дзеянні. Але мы таксама разумеем, што мы знаходзімся на тэрыторыях замежных дзяржаў. І менавіта гэтыя замежныя дзяржавы у адпаведнасці з іх заканадаўствам бяруць пытанні бяспекі ўвогуле сваіх краін, ну, у адказнасць. Таму мы разлічваем на тое, што адпаведныя захады робяцца і гэтымі краінамі, урадамі гэтых краін, дзе мы знаходзімся, будь то гэта Літва, Польша ці Латвія, ну, я перадусім пра Еўрапейскі Саюз скажу.
Вельмі шмат пытанняў, там не ведаю, тут не паспяваем, відаць, на ўсё адказаць, і спадар Павел спяшаецца. Хотели карацей з вами. Да, хотели, да, і тым больш яшчэ там ставіў умову, што 20 хвілінаў і ўсё. Ці ёсць у НАУ кантакты з прадстаўнікамі расійскай улады, ці мае Латушка стасункі з Суздальцавым, ну і гэтак далей, вельмі шмат, конечно. З расійскай улады не маем мы на сённяшні дзень кантактаў з Суздальцавым, прамых не было, можа, год таму назад, калі, ну, такі обмен інфармацыі не мною непасрэдны, а адным з членамі Народнага антыкрызіснага ўправлення, які ўжо сёння адышлі ад Народнага антыкрызіснага ўправлення. Магчыма, яны камунікуюць. Да, ну вось у тым же самым ключы галоўнае пытанне спадару Латушку: хто галоўны вораг Беларусі, Лукашенко ці Путін? Я думаю, што гэта выклік сумесны, бо фактычна у нас і пагрозу мы рэальна адчуваем, бачым, што робіць Лукашенко, і пагрозу мы бачым і прагназуем з пункту гледжання ўсходняга суседу. На заканчэнне, спадар Павел, ўсё ж такі, як па мне, вот калі браць такую, ну, можа быць, беларускую грамадзянскую супольнасць, вот для яе гэты год закончыўся чамусьці нечакана. Вы пра гэта ўжо казалі, вось гэтай нечаканай дыскусіяй наконт таго, што, можа быць, варта пачаць перамовы з рэжымам, каб хоць вызваліць палітвязняў. Адны кажуць, што вот беларускае грамадства павінна пачаць тыя перамовы, другія, што захад павінен пачаць, а не грамадства, і гэтак далей, гэтак далей. Это вот, ну, з аднаго боку такое ўражанне, што гэта вот падсумаванне году з боку беларускага грамадства. Давайте не будем ісці тымі алгарытмамі, якія навязаны звонку. Мы же понимаем, кому они выгодны сегодня. Когда мы осуществили, ну, действительно, беспрецедентное давление на эту систему, никогда в предыдущие пятилетки, назовем это так, демократические силы не были, как бы мы ни критиковали здесь, объединены, не объединены, структурированы, системны в своей деятельности, результативны в своей деятельности. Да, я не говорю про главный результат, я говорю о том, что уже удалось достичь. И в этот момент говорить о диалоге, нет, еще не наступил тот момент, когда мы можем сесть не за стол диалога, а за переговоры на наших условиях. Мы сегодня еще все-таки не настолько загнали в угол эту систему, этого человека, не настолько ограничили его в действии и ограничили поле его зрения, чтобы сегодня говорить о переговорах, о выполнении условий, которые требует белорусский народ. Давайте не будем подпитывать эту тему, потому что я абсолютно убежден, что есть люди, которые заинтересованы. Есть они как и внутри Беларуси, так и может быть, в наших рядах, так и есть и на Западе, которые ухватятся за эту тему. И значит, мы просто все в один момент потеряем. Потеряем вот эти усилия, нервы, энергию, столько страданий людей. Это просто вот взять и согласиться, пойти в плен, сдаться в плен. Поднять руки. Ну что ж, нягледзячы на тое, что вот наш глядач Иван пишет, чего такой короткий стрим и половины вопросов не обсудили. На заканчэнне, спадар Павел, можа, сапраўды нешта важное вы хотели довести, а я, ну, как бы не подвел вас до гэтага, можете сказать. Ну и не ведаю, наўрад ці мы з вами до Нового года сустрэнемся, у вас магчымасць сказать то, что вы хотели б сказать беларусам. Зміцер, дзякуй вялікі за тую працу, якую вы робіце Еўрарадыё. Гэта вельмі важная інфармацыйная камунікацыя, бо, на жаль, нас хочуць пазбавіць усіх сродкаў камунікацыі з беларусамі. Гэта рэжыму не ўдаецца. Я колькі бы захадаў не рабіў, ўсё ж такі гэтай магчымасці захоўваецца, але інфармацыйная дзейнасць, яна з'яўляецца прыярытэтным. Без вас, без падтрымкі журналістаў, нам было бы цяжка камунікаваць і данасіць тую, можа, і энергію, і ідэі, і прапановы па дзеяннях, якія мы зараз даносім. Я, конечно, можа, з цяжкім сэрцам падыходжу до Нового года. Гэта зноў-такі Новы год, калі я не буду сустракаць у Беларусі, разумеючы, што я дыпламат, разумеючы, што я шмат гадоў сустракаў Новы год таксама па-за Беларусю. Хаця вось цікава, калі я працаваў у Парыжы, я ні абводнага Нового года не сустрэў у Парыжы, я заўсёды вяртаўся ў Мінск. Но настолькі блізкая для мяне сувязь да тых земляў, дзе былі мои
бацькі, дзяды, прадзеды, дзе пахалі гэтую землю, настолькі вось такая непарыўная сувязь. Таму гэта цяжка сустракаць, разумеючы, колькі людзей зараз церпіць у турмах, разумеючы, які гвалт ажыццяўляецца кожнага дня ў Беларусі. Але я веру, я захоўваю гэтую веру, у меня няма сумневу, ні хвіліну, ні секунды на тое, што мы робім добрую справу, важную справу, цяжкую справу, праз выпрабаванні, праз цярпенні, праз вельмі такі разломны перыяд, можа, нашай псіхалогіі кожнага з нас. Мы ідзем да лепшага, мы ідзем да добра, і мы пераможам. Я ў гэтым перакананы. Я з гэтую верою уваходжу ў новы 2022 год. Ён будзе цяжкім, ён будзе годам выпрабаванняў. Прагназаваць варта і тут і з боку ўсходняга суседу, і унутраныя засцярогі, дзеянні, якія ажыццяўляе узурпіруючая ўладу сістэма. Але гэта будзе цяжкі год, але гэта будзе год чарговых выпрабаванняў і магчымасцяў, нашых магчымасцяў. Давайте скарыстаем гэтай магчымасці максімальна. Дзякуй вялікі, спадар Павел. Я хочу на заканчэнні, як вы на самом пачатку зрабілі падарунак, я таксама хочу зрабіць такі падарунак, можа быць, усім. Я нездарма паклаў тут вось гэтую кнігу, гэта першая кніга беларускай нацыянальнай ідэі. Мы скончылі працу над другой кнігай. Гэта кніга экстрэмісцкая, да? Гэта, да. Другая кніга будзе называцца «Беларуская нацыянальная ідэя на маршы». Мы яе ўжо зрабілі, аддаем бліжэйшым часам у друк, і на пачатку наступнага года яна ўжо будзе гатова, дзе будзе інтэрв'ю і Паўла Латушкі, і Светланы Тихановскай, і Светланы Алексіевич, і Ніны Багінскай, і вельмі шмат іншых людзей. Усяго 95 размоваў запісаных пасля жніўня, 9 жніўня 2020 года, і вось да гэтых апошніх дзён. Такі асэнсаванне нацыянальнай ідэі з пункту гледжання таго ўсяго, што мы перажылі за гэтыя 1,5 гады. Дзякуй вялікі, Павел Латушка. Дзякуй за гэты падарунак. Хочу сказаць, што беларусам быць годна, беларусам быць варта. Дзякуй. Павел Латушка, Зміцер Лукашук, а праз 15 хвілінаў у нас эфіры гісторык Александр Фрыдман. Далучайцеся.